Я начну это обращение со слова «дякуй». Великий дякуй. Вчера тысячи смелых граждан нашей страны, тысячи настоящих белорусов вышли выразить протест преступной войне с Украиной. Вы – герои. Вы – пример для миллионов. Вы – надежда. На свободную Беларусь, свободную от диктатуры, войны и оккупации. Вы защищали честь и репутацию Беларуси перед братской Украиной. Спасибо вам за это. Мы снова увидели друг друга, и нас снова увидел мир. Мы снова почувствовали свою силу, и ее почувствовал преступный режим. Нас запугивали 1,5 года, но мы показали, что гражданское общество в Беларуси уничтожить невозможно. Снова задерживали сотнями, но мы доказали, что мы способны переступить через страх. Это важный шаг, и мы не должны остановиться. Мы идем дальше. Сегодня в 18:00 каждый настоящий белорус и белоруска снова выйдут на улицы своих городов и поселков. На этот раз наши точки сбора при Вокзальной площади. Наша минимальная задача – прийти на митинг против войны. Наша максимальная задача – блокировка железнодорожных путей. Белорусская железная дорога сегодня находится в распоряжении чужих войск, а также их преступного пособника Лукашенко. Пришло время вспомнить наше партизанское прошлое. Вчера совместными усилиями киберпартизан и участников плана «Перамога» удалось парализовать движение на нескольких участках дороги. Нам важно остановить движение военных эшелонов везде, где это возможно. Вы все читаете новости. Вы знаете о том, как предатель Лукашенко подло нарушил данное украинскому президенту обещание. Никаких обстрелов с территории Беларуси в ходе вчерашних переговоров. Тем не менее, за этой ложью последовал ракетный удар по Украине с территории нашей страны. Вы также видите сообщения о начале мобилизации в белорусской армии, о приведении частей в полную боевую готовность для прямого вторжения уже наших белорусских солдат в Украину. По сведениям, которые мы получаем из наших источников внутри вооруженных сил, это действительно вопрос, если не часов, то дней. Белорусы. Сможем ли мы допустить, чтобы наша армия пошла на войну с Украиной? Сможем ли мы позволить замарать кровью честь нашей страны, нашу с вами честь? Согласимся ли мы с тем, что наши солдаты будут убивать наших братьев-украинцев и сами погибать на этой преступной войне? Нет, никогда. И поэтому сегодня в 18:00 нам важно снова выйти на улицы, собраться на привокзальных площадях и станциях и не позволить военным эшелонам ни с чужими солдатами, ни с нашими пройти в Украину с белорусской земли. Давайте брать пример с мужественных украинцев, ведь они самоотверженно сражаются под пулями и снарядами за свою независимость. Сопротивляйтесь, действуйте, боритесь. Живе Беларусь!